Эдик Хелшин, доброе утро, друзья. Вот теперь я уже дома, надеюсь. Ну, опять-таки ненадолго, но дома. 3 дня меня не было практически. Я рано уезжала, приезжала всегда в 1 часу ночи. Вы, наверное, ну, кто меня смотрел, знаете, что у меня умерла тетя, и я была все эти 3 дня на похоронах. И первым делом, что я теперь делаю, я пришла к своим перепелятам, вот поменяла им подстилку, посыпала корма. Перепелят я пока пересадила вот этот вот инкубатор, и сейчас буду их пересаживать туда обратно в клеточку, чтобы просто им почистить. Вообще-то уже им, скорее всего, пора есть из кормушки, но пока у меня кормушка не обработана, ничего не сделано, я попозже обработаю, наверное, и еще даже надо спросить сына, потому что я вам говорила, что перепелятами я не занималась, ими занимался мой сын. Ну, я, наверное, всем надоела тем, что жалуюсь, что у меня там что-то случилось, здесь что-то случилось, но это, наверное, мой крест, как говорится. Все время что-то происходит, то с животными, то с огородом, то еще с чем-то, то со мной. Ну и на этот раз, эти 3 дня, когда меня не было дома, ну вот эта вот сеточка, которую, вы извините, здесь везде корм, вот это вот не прикрывалось, а просто приставлялось у меня. Это сейчас мне сделали так, чтобы закрывать, чтобы была дверца. И, видимо, эта клеточка открывалась или еще что-то. Я же вам говорила, что они выпадают из любой клеточки, из любой щели. Ну и, короче, у меня предостаточно перепелят. Вчера, когда я считала, предостаточно перепелят уже не хватало. У меня в огороде, друзья, наверное, штук 10 чужих брошенных кошек, котов, котят, чего только нет. Как будто бы все знают, что здесь они будут накормлены, их кидают и уезжают, кидают и уезжают. Ну и вот такая вот напасть. Сейчас я посчитаю и посмотрю все-таки, сколько у меня их осталось. Конечно, пропало капитальное количество, как я поняла еще вчера. Но посмотрю еще сегодня, что и сколько их. Сейчас я их перенесу туда и посчитаю, а потом будем знать, сколько их. Как не прискорбно это говорить, друзья, но перепелят у меня не хватает за эти 3 дня, что меня не было дома. Аж 20 штук. Ну, первые дни так у меня там было несколько больных, то все. 7 штук отсеялось первые дни. Их было 60. Сегодня я их посчитала. Их только 41 штука. И одна хромая. Видимо, она у них падала или еще что-то. Не уследил все-таки мой сын за ними. Он сейчас зашел и говорит, как они, или почему они у меня пропадали, не у тебя. Я говорю, потому что не уследил, потому что не смотрел, потому что целый день сидел за ноутбуком, а сюда не заходил. Если часто сюда заходить, то кошки и коты не собираются, а так им вольная воля, они тут собрались, искали, когда же они выйдут, ждали. И клетку, наверное, не так закрывал, как надо. Видите, и пить хотят, и водичку вовремя не ставил. Ну, что теперь делать? Ну, сколько мне суждено, столько их останется. Жалко, конечно, все-таки живые существа. Ладно, еще картошка, то все это не живое, хоть и это жалко. Ну, а этих жалко, здоровенькие. Уже, видите, они 31-го, считайте, у меня вывелись. Ну, им 9 дней, считайте, видите, за 9 дней, как они быстро выросли, уже полностью опилились практически. Но, ну, что будет, то будет, не знаю. Не знаю, по какой... где они вылезают. Вроде бы везде все закрыто. Но они в действительности такие шустрые, что они ухитряются где-то да как-то вылезти. Вот не знаю, как за ними следить, что за ними делать. Но когда вот сын был дома, у него, ну тогда у нас клетка стояла в комнате, если честно, в старом доме, в комнате, если даже они падали, то вылезали из клеток, то их просто можно было подобрать и отправить обратно. А тут все-таки мы в котельне, кошки бегают все время. И их столько у меня во дворе. Вы представляете, еще 2 недели тому назад я собрала 3-4 кошки, сколько смогла поймать, и мы их отпустили где-то, по-моему, возле бойни. И вот вчера я вижу, что одна все-таки уже вернулась. Представляете? Причем это не наши кошки, не приученные. Они просто ходят во дворе. Но из-за того, что они все время клянчат что-то, я всегда и утром, и вечером, и молока подливала.
чтобы, ну, не знаю, чтобы не были голодные. Может, и поэтому я виновата, что их приучила к молоку, к себе, к дому. Ну, и излишки еды, кое-что кидали мы им. Не знаю, короче. Ну, ладно, что суждено, то суждено. Все. Перепелки сейчас накормлены, напоены. Пойду дальше. Надо будет подоить корову. Гусей, уток и цыплят я уже слышу, сын мой их выпустил. Хоть небольшая помощь у меня есть сейчас. Но такой, что невнимательный мальчик, конечно. Если он засядет за компьютер, засядет за телефон, все, он больше ничего не видит и не слышит. Так, друзья, и вот пребывание 3 дней меня вне дома. И вот мои 2 мужика что сотворили у меня с кухней. Грязная плита, как видите, грязная посуда. Все грязное. Ну, их спросить, они еще и помыли вроде бы посуду. Вы посмотрите на полы, что тут происходит. Стол. Я вчера сюда не зашла, легла, как только приехала. И смотрите, что у нас тут творится. И полная комната мух. Еще стоит и смеется мне тут. Ему смешно. Вот так вот, друзья. Теперь буду убирать, драить, мыть. Еще и говорит, ты нам завтрак хоть приготовишь? Вот ему еще и надо завтрак готовить. Его бить некому. Да, вот, еще и показывает, как у меня шторку это самое, сжег газ плиту, видите? Еще сам, главное, признается и показывает, чтобы я еще и показала вам. Вот смотрите. Вот. Вот такой у меня сын. Я обрадовалась, что приехал сын, могу куда-то прийти, оставить на нем хозяйство, маму. У нас хоть мама жива, интересно, там? Он еще и смеется. 20 перепелят у него к окошке понатаскали. Вот такой у меня помощник, друзья. Ну вот, друзья, закончила я уборку на кухне, как видите. Показывать, как я мою полы, я не стала, потому что, в принципе, я их мыла не шваброй, и, ну, неохота мне было показывать, как я их мою. В принципе, как моются полы, вы знаете. Ну, так все вроде бы пришло в более-менее нормальный вид. Везде пыль убрала, все убрала, окна помыла, и отсюда из полки все убрала, потравила мух, и везде у меня были мухи, поэтому и пришлось так более-менее генералить. Хотя тут еще до генерального много.
И что-то у меня вот, видимо, эти стулья, которые, когда вот об стенку немножко соприкасаются, надо будет подбелить. Оставляю черные пятна по стене. У нас сегодня с утра льет дождь, не прекращаясь. Ой, теперь сама уже голодная. И пацаненок забежал, сын забежал, говорит, мама, ты кушай. Я говорю, я бы сразу бы поставила кушать, готовить, если бы ты мне тут не набардачил. Он говорит, ну я же посуду всю помыл. Ну да, говорит, ну чуть-чуть не было грязно. Ну вот так вот, друзья. Сейчас буду делать пирожки с творогом. Тесто я уже замесила, показывать не буду. Вы много раз видели, как я его делаю. Его месяц с лишним не было дома, и он мне захотел пирожков все-таки. Или чапельки, говорит, сделай, или пирожки. Ну ладно, говорю, уговорил, сделаю пирожки. Сейчас буду делать пирожки, может быть, вам еще и покажу. А потом столько делов, друзья, в действительности мне надо еще молоко просепарировать. И помните, я не уезжала, я была перед тем, как уехать на похороны, я взбивала масло. Мне надо и масло перетопить. Походу я вам все покажу. Так, друзья, буду делать пирожки. Тесто я замесила, но показывать, как я вам сказала, я его не стала. И вот, друзья, наш завтрак готов. Пирожки, салатик, соленые огурчики. Ну, это, конечно, не очень-то похоже на завтрак, но мы решили так сегодня все-таки плотный завтрак сделать. Скорее всего, обед я им сделаю попозже, потому что столько делов еще, друзья. Ну, кто завтракает, обедает, ужинает. Всем приятного аппетита. Ну вот, как-то так, друзья. Потом дальше покажу, что я буду делать. Вот, друзья, мы позавтракали, посуду я убрала быстренько. И у меня накопилось молоко в морозильнике, ну, эти 2 кастрюли. И немножко там сепаратор я уже залила. Вот. И, друзья, хочу сделать из одной кастрюли сыр, а вторую все-таки пропустить через сепаратор, потому что 2 сыра мне не надо, мне хватает больше, чем на неделю даже один сыр. И поэтому решила все-таки его пропустить и сделать так, свежие сливки, наверное. Так, молоко желтое такое, это почти масло подошло, потому что я говорила, что молоко я замораживаю, а когда размораживается и быстро размораживается, если честно, на огне, то сметанка перетапливается и получается вот такое. Вот если бы я еще с ночи вынула и спокойно бы разморозила, то оно бы не было вот таким вот прям таким желтым, ну, в смысле растопленным. Ну, ничего, просто все равно я буду делать, наверное, масло, и там немножко, если будут сливки свежие. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас покажу, как я буду делать сыр. Значит, у меня есть пепсин такой в пакетиках сухой. Я его развела вот в таком вот, ну, стакане. Этот пепсин, пакетик, сейчас я его вам покажу. Вот такой вот пакетик. Он на 100 литров молока получается. Вот этот вот пакетик. И поэтому я вот развела этот пакетик на 10 столовых ложек воды. И вот обычно на 10 литров добавляю столовую ложку. Так, и вот сейчас я добавлю сюда столовую ложку этого пепсина. Так, все-таки не получается сейчас. Вот столовая ложка. И чуть-чуть еще добавлю побольше. Потому что я не могу нормально из стакана достать. И просто у меня чуть-чуть больше, чем 10 литров молока. Обычно в этой кастрюле бывает 12-13 литров молока. И вот так вот мы перемешиваем его, молоко, и оставляем его до того, как оно не, ну, до того момента, пока оно не свернется, пока не получится сгусток.
А потом я вам покажу дальше, что я из него буду делать. Вот, друзья, немножечко шумновато, конечно. Вот у меня молоко стоит, которое, из которого будет делать сыр. Я налила туда пепсин и буду ждать, пока появится сгусток. А тем временем я вот так вот пропускаю через сепаратор молоко. Отделяю сливки от молока. Вот так вот. И у нас будет сегодня, я надеюсь, вкусный сыр домашний и свежая сметана, свежие сливки. А из этого обратно, как только оно прокиснет, я сделаю творог. Вот так вот, друзья, проходит мое утро. Альхамдулилlah, все хорошо. Убралась. После обеда тоже, конечно, очень много работы, но ничего. Все сделаем с помощью Аллаха. Просто в действительности у меня сегодня и завтра 2 дня, чтобы здесь дома, по дому что-то сделать. Потом уже мне надо будет ездить к сестре, помогать готовиться к свадьбе. Ну вот, друзья, молоко я пропустила. Видите, целая кастрюля такая получилась. И вот сливки. Ну, это уже практически даже не сливки, а топленое молоко. Все-таки мне надо по-любому как-то что-то выкручиваться, делать, сделать холодильник мой. Заодно, пока сепарируется молоко и пока стоял у меня сыр, чтобы загустеть, у меня не стояло немножечко сметанки. И вот я его тоже пропустила, не пропустила, а взбила. Видите, вот так вот. Уже все. Тут масло готово. Сейчас я его буду вынимать. И, девочки, я не знаю, может быть, выложу, выложу потом, может быть, сейчас с этим роликом. Мне надо перетопить масло. У меня еще до похорон, которые я сделала, я уже говорила, стоит в морозильнике масло. Мне надо его перетопить. Так, а сейчас посмотрим. Видите, все-таки сгусток уже готов. Вот он. Вот видите? Вот молоко, как будто бы прокисшее, как простокваша. Все, теперь мы будем его вот так вот. Ну, обычно девочки в ютубе там где-то делают, вот ножом разрезают или еще что-то. Я так не делаю. Я вот так вот этой вот таким вот ситечком его разбиваю. Шумовкой, короче, вот так вот его разбиваю. Видите, хороший сгусток получился очень. Сыр будет очень вкусный. Вот так вот, друзья. Пока корова уже более-менее пришла в себя, теперь начну немножечко что-то делать, продавать. Вот этот сыр я сделаю себе. Потом уже несколько раз звонила мне и тетя моего мужа, и еще одна женщина, которая покупала у меня сыр. Надо будет немножко что-то продать, потому что в действительности у меня сейчас на данный момент очень сложно с деньгами. Сын давно ничего не присылает, у них никак не делают расчет. И мне не хватает своих доходов, потому что было много свадеб, много чего мне надо было делать, и деньги израсходовала я все-таки. Так. Ну, вот так вот я разбила весь этот сгусток. Уже на мелкие, более мелкие кусочки. Вот так вот. И все, вот теперь оно еще немножко постоит, осядет. Ну, буквально минут 15, может быть, не больше. И потом я его переложу на дуршлаг и буду вам показывать дальше, как я его буду делать. А за эти минут 15 я сейчас быстро помою сепаратор. Достану это масло, которое я взбила сейчас. И по ходу буду заниматься дальше своей работой. Так, вот, друзья, наш сыр уже готов. Он осел, как видите. И теперь
мы его сюда вот выльем вот в этот вот дуршлаг. Так вот немножечко его придавим. Я много не придавливаю, если честно. Жидкость стечет сама. Присыплю солью. Так вот дадим стечь наши сыворотки, друзья. Потом я покажу дальше. Так, ну вот, девочки, сыр стек. Теперь мы его должны перевернуть. Вот так вот. Видите? С этой стороны тоже нужно присыпать соль. И все. И теперь он у меня будет до утра вот так вот стекать туда. Утром его уже можно будет есть, друзья. Вот так вот. Сыр готов. Я вам показала, как я делаю сыр. Теперь я вам покажу масло, которое у меня перетапливается. Вот, положила я масло, чтобы топить. Короче, девочки, я специально взвесила, вдруг вы спросите, со скольки килограмм масла получилось топленое масло, ну, из сливочного масла топленое. Значит, я взвесила, это было 3400. И теперь оно будет топиться. Но, друзья, уже это я буду выкладывать, наверное, в следующем видео, потому что это будет долговато, а мне нужно уже все-таки вам скидывать видео, а то я ни вчера, ни сегодня ничего не скидывала. Ну вот как-то так, друзья. По ходу дальше буду снимать по мере возможностей и по мере того, что мне покажется интересным, чтобы для вас показать.